Внесен в перечень важнейших аэропортов страны и занимающий второе место по безопасности и обслуживанию пассажиров СКФО аэропорт Магаз. Один из важнейших стратегических объектов региона, почти ровесник республики. В начале 90-х с образованием Ингушетии остров стал вопрос транспортного сообщения. Распоряжением правительства Российской Федерации создание в республике аэропорта Ингушетия юридически закрепили 28 ноября 1992 года. Аэровокзал, стоянка и взлетно-посадочная полоса развернулись на базе бывшего филиала Армавирского летного военного училища. В 1993 году аэропорт принял первый самолет, которым стал Як-40. В 1995 местными властями было принято решение построить новый аэропорт. Уже в 2000 году объект был сдан. В 1999 году название аэропорта сменили на Магаз, а 7 февраля 2012 года здесь увековечили имя Героя России, кандидата военных наук, заслуженного военного летчика, генерал-майора юстиции Сулумбека Асканова. К 20-летию республики на Привокзальной площади установили макет самолета-истребителя МиГ-29, точная копия воздушного судна, на котором Сулумбек Асканов совершил свой последний полет. Сегодня площадь аэропорта составляет 369 гектаров, а авиагавань в своем составе имеет взлетно-посадочную полосу протяженностью 3000 метров при ширине в 45 метров. Перрон рассчитан на 4 места стоянки. Он позволяет принимать легкие воздушные судна, вертолеты всех типов и все популярные классы самолетов, в том числе Airbus А320, Boeing 737. В последние годы аэропорт Магаз претерпел значительные улучшения. Здесь стараются создать максимально комфортные условия для пассажиров. Площадь аэровокзала составляет 4000 квадратных метров, действующих 5 залов, ожидания, вылета, прилета и VIP-зал. Пропускная способность 150 человек в час. В зоне регистрации 3 стойки. Также в пассажирском терминале предусмотрены молельная, комнаты матери и ребенка, уютные кафе, магазины, а для туристов предусмотрели витрину с сувенирами в национальном стиле. Рядом построена небольшая мечеть, а показатели пассажиропотока воздушной гавани растут с каждым годом. 2019 год по сравнению с 2018 годом у нас на 60 тысяч пассажиров больше было перевезено. За 2019 год было перевезено 333 тысячи пассажиров. Аэропорт Магаз сегодня сотрудничает с 3 авиакомпаниями «Ютейр», «Аэрофлот», «Победа», которые осуществляют авиасообщение бесперебойно. Ежедневно каждая из них совершает по одному рейсу – утренний, дневной и вечерний. Воздушная гавань ориентирована в основном на обслуживание с 2 постоянными направлениями – Москва-Шереметьево, Москва-Внуково. А в период хаджа «Ютейр» запускает из Магаза чартерные рейсы в священные города Медину и Джиду. Руководство объекта заявляет, сейчас в первую очередь необходимо развивать сеть межрегиональных перевозок. Все рейсы со всех регионов, если летят на Москву и оттуда разлетаются, это очень невыгодно, и связи между регионами не поддерживаются. Для укрепления этих связей и было разработано постановление правительства Российской Федерации за номер 1242. Так, до пандемии была достигнута договоренность по расширению маршрутной сети с субъектами России – Сочи, Самара и Санкт-Петербург. Руководство аэропорта планирует вновь вернуться к этому вопросу до конца года. А работу над присвоением авиагавани статуса международного уже возобновили с 15 мая. Инфраструктура объекта отвечает всем требованиям для осуществления международных рейсов. В регионе уверены, их появление повлияет и на дальнейшее развитие Ингушетии в сфере туризма, малого и среднего бизнеса. И уже предполагают, в каком направлении запустят первые рейсы. Очень большая диаспора проживает в Казахстане. То есть мы ожидаем, что спрос будет на это направление. Естественно, Турция, да, там и туризм, и шопинг, да, и Арабские Эмираты тоже туризм, шопинг. Ну, это такая перспектива ближайшая. А дальше посмотрим. Путь становления первого и единственного гражданского аэродрома республики был непростым и долгим. Сегодня здесь работают 360 сертифицированных сотрудников, в том числе работники авиационной безопасности, организации перевозок и обработки багажа. А впереди новые задачи и цели для модернизации и усовершенствования воздушной гавани, чтобы посадка пассажиров в аэропорту Магаз была максимально мягкой, а путешествия запоминающимися. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.